Много девчонок склеил благодаря этой форме? Нет. Режимный объект колледж, режимный объект здесь. Это сложно передать, это чувствовать надо. Ну и такие ситуации могут быть в реальной жизни? Да, конечно. Никаких алкоголей на улице. Будь добр, не надо портить отношения. Я не понимаю этого, не переношу. Как вообще получилось так, что выбор пал на колледж государственной и муниципальной службы? Это было твое осознанное решение или родители сказали: Нет, того, что родители настаивали на этом, как бы не было. Просто я ходил по многим учебным заведениям, искал бы подходящую специальность именно потому, что я с детства хотел этим заниматься. Ходил в ИЖГТУ, в УДГУ и пошел сюда на День открытых дверей. Попалась, собственно, вот эта специальность пожарной безопасности. Я поступил сюда. Осознанный выбор был. Именно мой. Родители, как бы, соответственно, поддержали. Какое ощущение? Ты курсант, молодой, красивый, в форме. Как ощущение и как со стороны смотрят на тебя? Ну, я совсем себя по-другому чувствую в форме. То есть сразу уже какая-то ответственность за то, что ты носишь форму. Ты ведешь себя, соответственно, в обществе по-другому. Сразу такой статный, высокий, вытянутый, подбородок вверх. Меня все устраивает абсолютно. Много девчонок склеил благодаря этой форме? Нет. Да ладно. Не, я серьезно говорю, девчонок, я в форме, я не хожу как какой-то там, не знаю, странный молодой человек по городу и типа: девушка, пойдем со мной туда-сюда. Нет, такого не было. Я знаю, что ты участвуешь часто на соревнованиях. А кто основной соперник у колледжа на сегодняшний день? На сегодняшний день, скорее всего, это УДГУшная команда. Потому что они ребята довольно тоже подготовленные, собранные. Но они же старше еще. Да, они старше. Ну, как бы в соревнованиях я не думаю, то, что есть различия между возрастом, есть различия между квалификациями. То есть, если ты довольно-таки подготовленный спортсмен, то зачем тебе бояться старших? Сложно на таких мероприятиях, на соревнованиях? Или ты уже как-то привык, или тебе наоборот это хочется больше? Я уже привык, и да, я довольно-таки часто хотел. Вот даже сейчас мне все равно хочется соревновательного опыта. Набираешь опыт с какой-то ситуации, допустим, в каких-то сложных моментах, ищешь другое решение, и все, работаешь. Самое запоминающееся, что было вообще в колледже для тебя? Что самое интересное для тебя было? Самый запоминающий момент, наверное, это был, когда были репетиции к параду 9 мая. Я стоял в основной коробке, и потом по, скажем так, неизвестному ряду причин один из ребят знаменной группы выпал, и Антон Рафаилович меня поставил на место ассистента знаменосца. Вот это был самый знаменательный момент для меня, потому что мне доверили честь, скажем так, идти рядом со знаменем колледжа. Но ведь последующие года ты сам его выносил уже. Последующие года, да, я был несколько раз самим знаменосцем, собственно, несколько раз тоже ассистентом. И вот в последний год, в том году, получается, 9 мая, мне доверили честь уже вести расчет колледжа на 9 мая на параде. Как ощущение? Это сложно передать, это чувствовать надо, серьезно. Это такая ответственность за тебя. За тобой идут 50 человек, и надо всем идти ровным строем, все красиво должно быть, команды должны быть выверенными, четкими. Это очень ответственно. Что мама сказала, когда увидела тебя в телевизоре, на параде? Она лично присутствовала вообще Мама на параде? присутствовала каждые 3 года на параде. Что она сказала? Она очень гордится за меня, потому что у нее прям переполняют эмоции, когда она видит то, что я иду в расчете или во главе коробки колледжа. Я знаю, что ты учишься уже последний год. Куда дальше? Конечно, перспективы поступить куда-то в высшее учебное заведение, но перед этим мне нужно пройти службу в армии, потому что армия все равно закаляет как-то не так, как в колледже, как-то по-другому. То есть там уже совсем после армии все по-другому будет, там и мышление уже будет по-другому. Не боишься идти в армию? Боишься потерять знания, которые здесь получил, например? Нет. Почему? Ведь многие боятся, многие косят сейчас от армии. А зачем косить? В принципе, я не думаю о том, что это уж прям такие сложные и страшно идти в армию. Ну, как бы, люди, может, некоторые боятся перемен каких-то в своей жизни. Я лично ничего не боюсь, никаких перемен.
Понятно. Был ли такой момент в жизни, когда ты сказал себе: все, стоп, больше я на пары не пойду, я устал, меня это все достало? И почему это было, если это было? Нет, именно то, что на пары идти нет, а вот перед тренировками, когда мы готовились к World Skills, я заболел на тренировках, чувствовал себя плохо. Я думал, может, уже не надо это ничего, надо уже все забыть, прекращать. А потом задаешь себе вопрос, а зачем ты тогда вообще все это начал? Были ли какие-то экстренные ситуации в жизни, где ты проявил именно себя как со стороны, ну, с точки зрения, как уже взрослый спасатель? Да, был такой момент. Можешь сказать? Мы отдыхали с ребятами на огороде, пошли купаться, соответственно. И одному стало плохо, скажем, в воде. И, как бы, соответственно, если я человек, имеющий какую-то хоть маленькую подготовку в этом деле, я, соответственно, буду стараться как-то спасти его. Мне удалось это сделать. Он выжил благодаря тебе? Он выжил. А есть ли какое-то противостояние между другими колледжами и колледжем государственной муниципальной службы? То есть есть ли какие-то терки, я не знаю, как это называется? Терки? Я не знаю, не слышал про какие-то там терки. То есть нет такого, что ага, вы там с другого колледжа, ну вас и... Нет, такого не было. Нет, да? То есть ко всем добро относитесь? Да. Твое понимание патриотизма, что это такое? В первую очередь это добросовестное отношение к своей стране. То есть никаких там алкоголей, скажем так, на улице. В первую очередь ты здесь живешь, во-первых. Зачем мусорить там, где ты живешь? Я вообще этого не понимаю. То есть вот ходят люди, которые там выпивают на улицах, еще что-то такое. Я не понимаю этого, не переношу. Особенно если я иду в форме. Я прям так со злобой какой-то на них смотрю. Вообще вот мне это не нравится. Самый страшный для тебя момент во время обучения какой был? Во время обучения? Во время обучения не было. Был один момент на соревнованиях. Когда мы были на векторе спасения, там была яма, скажем так, метров, ну, наверное, 5-6 в глубину, не соврать бы. Это все навалено землей, деревянная конструкция, как бы шаткая валка, и ты залазишь туда, ищешь манекен. Соответственно, тебя давит пару тонн земли сверху, скажем так, и ты на страховке только на тоненькой веревочке, на глубине 5-6 метров. И не факт, что тебя оттуда достанут, не успеют достать в нужный момент. Соответственно, это страшно, еще узкое пространство давит, не развернешься, не повернешься, при этом надо работать инструментом. Там такой перфоратор, извините, и приходится как-то еще работать. Это очень страшно было. Ну и такие ситуации могут быть в реальной жизни? Да, конечно. Много было мероприятий, где вы всем расчетом, грубо говоря, колледжем, ходите одним красивым большим строем. Почему люди падают в обморок там? Покушать надо с утра в первую очередь. Хорошо, что надо сделать, чтобы они не падали в обморок? Покушать с утра, и все будет хорошо. Просто некоторые же, нет, я не хочу, я не буду. Соответственно, они не думают о том, что им придется стоять еще минут 40 на ногах. Как бы солнце, не солнце, без разницы. Все равно организм испытывает какое-то давление. И откуда ему брать энергию на восстановление? Покушал с утра, и все хорошо. Какие-то шутеечки про преподов, про студентов, какие-то, может, обычаи, традиции есть, нет? Нет, традиций точно нет. Или все прям? Режимный объект колледж, режимный объект здесь, все, нет. Ну, я думаю, что так. Потому что здесь ответственность, в первую очередь, большая, на тебя возлагается. Дисциплина, в первую очередь. То есть какие шутки, там, не знаю, могут быть подколы друг про друга, если ты дисциплинированный человек. Да, допустим, там в кругу друзей где-нибудь вы собрались, там можно поприкалываться. Оказавшись перед Королюком, что ты ему скажешь? Здравия желаю, Дарк Владимирович. Оказавшись перед Королюком без формы, в лесу, за 1000 километров от Ижевска. Как вы здесь оказались? И зачем вы тащите за собой Писаревского? Двух Писаревских. За ноги. Понятно. Страшно ли работать с Писаревскими? Нет. Ну, в первую очередь, ты видишь такой, да, серьезный молодой человек. Соответственно, как-то это... Молодой человек в глазах двоится, да? Чуть-чуть? Да, потому что они одинаковые. Здравствуйте, там такой поджатый. Все равно как бы волнительно. Они еще такие смотрят так сурово.
А потом как бы начинаешь общаться уже с ними, работать, и нормально. Кого стоит бояться в первую очередь первокурснику? Какого преподавателя? Я думаю о том, что Касимов Антон Рафаиловича. Почему? Ну, если ты ему испортишь настроение, он тебе испортит настроение на строевой подготовке, а вот этого не стоит делать. Это прямо по себе знаю, не надо. Как происходит строевая подготовка? Сколько раз вы тренируетесь? И я так понимаю, что это все ближе к 9 мая становится плотнее и еще раз плотнее тренировки. Да, начинался отбор с зимы, по-моему, с февраля месяца. Нас строили на плацу в центральном военкомате. По 6 человек в шеренге, то есть получается коробка мальчиков и коробка девочек. И каждая шеренга проходила, допустим, под бой барабана, проходили все ровным строем. Те, кто идут ровно, красиво, их отбирают в коробку в основную. А те, кто идут в другую коробку, скажем так. Твое пожелание первокурсникам, скажем так, от старшего курса, что бы ты им пожелал? Не портить отношения с преподавателями в первую очередь. Потому что это очень важно и скажется на протяжении 4 курсов. А как же учиться, еще раз учиться? Ну, это соответственно, если ты пришел учиться, так учись. Будь добр. Не надо портить отношения. Как же не ходите в поход в сапогах, а в удобных кроссовках? Вот это вот прям в точку попал. Потому что в сапогах идти порядка 20 километров, это очень изнурительно, и потом все ноги... Но ведь такие есть люди. Так есть, конечно, их предупреждают о том, что наденьте удобную обувь для вас. Нет, они надевают берцы или резиновые сапоги. И потом, ну это почему у нас мозоли с такими здоровенными ногами и опухшими мозолями?